Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 13 июля 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Достанем карту на отношения, на работу, на финансы и итог дня. Итак, у нас выпадает король Пентаклей, карта замечательная, которая говорит о том, что какие-то наши желания, которые требуют осуществления, воплощения, это может касаться денег, это может касаться нашего статуса, продвижения, это может касаться недвижимости, любых абсолютно желаний, которые вот могут появиться в нашей жизни. Вот сегодня прекрасная возможность для того, чтобы все это реализовать. Вот, но единственное, что карта говорит о том, что не нужно зацикливаться слишком на вот именно на деньгах, на материальном. То есть, знаете, как будто бы все само собой будет происходить, если мы не будем цепляться, если мы не будем как бы бояться, допустим, потерять деньги или бояться, что вдруг что-то там не получится, сорвется. В общем, как-то, если мы будем переживать, излишне залипать на какой-то проблеме, то это может помешать осуществлению. То есть нужно действовать, знаете, как на волне удачи, да, то есть такой настрой, что мне всегда везет, что все к лучшему для меня происходит и так далее, и так далее. То есть карта, в принципе, очень хорошая для того, чтобы какие-то хорошие, важные, крупные цели были осуществлены. Вот что здесь важно? Важно, чтобы мы были на виду, чтобы брали на себя ответственность, ни на кого ее ни в коем случае не перекладывали, чтобы мы возглавляли какой-то проект, предприятие, свои какие-то планы, чтобы мы сами их и возглавляли, да, организовывали весь процесс. Также может быть повышение в карьере. Если вы этого ожидали, вполне возможно, здесь есть, а может быть и неожиданно даже это произойдет. Но вот здесь вот в принципе как бы долгое ожидание, а здесь соответствие этой должности. То есть вполне возможно вам будет предложена такая должность, либо может быть, знаете, если у вас была идея начать свое дело, да, может быть, вы подготавливались долго к этому, то вот это прекрасный день для того, чтобы все начинать. Хорошее время для рекламы, хорошее время для того, чтобы получить какой-то дельный, важный совет для осуществления своего желания. Это может быть победа в суде, причем, если правда на вашей стороне, конечно. Может быть, вы какую-то новую цель себе поставите, которая вас приведет очень высоко, да, и далеко. Может быть, статус, да, может быть, будет меняться наш статус. Это может касаться и семьи, потому что рядом у нас верховная жрица, да. Ну и, в принципе, вот нашего призвания, того дела, которым мы любим заниматься, да, мы вполне можем здесь поменять свой статус, поменять должность, поменять, ну, допустим, может быть, кто-то учился, да, начнет работать, это тоже смена статуса. Это может быть человек как отец, да, который стал отцом, или люди, которые стали родителями. Здесь тоже может быть такая перемена статуса. Так, что еще интересное у нас здесь? Может быть, родители супруга, да, как-то влияют на нашу жизнь, причем благотворным образом. Так, получение диплома может быть у кого-то, или сдача экзаменов, вот подготовка такая уже к тому, чтобы вот процесс завершился. Хорошее время для того, чтобы закрепиться как профессионал, что-то такое сделать сегодня важное, да, чтобы вот у нас была такая слава добрая, чтобы укрепить свой престиж, чтобы себя как-то зарекламировать, стать вот каким-то ярким, да, человеком. Вот если вы планируете как-то засветиться, это хорошее время. Если вдруг у кого-то по здоровью была проблема с диагнозом, вот можно прояснить это, то есть может быть диагноз правильно поставлен, может быть кто-то решится на второе высшее образование, может быть кто-то будет обращаться за советом к экспертам, тоже прям очень хорошее время, хороший день.
Если что-то покупать, недвижимость, только старая недвижимость уже, да, продавать тоже, вот именно для старой недвижимости хорошее время, может быть, родовая даже, да, недвижимость. Либо, может быть, знаете, проектирование дома, который будет большим там для всей семьи, который будет потом и для детей, и для внуков, и так далее. Да? То есть вот какие-то такие большие цели у нас здесь могут появиться, либо мы их продвигаем сегодня. Может быть, будем покупать какие-то практичные вещи, которые вот долго-долго будут служить. Часы, да, у нас хорошее время для того, чтобы покупать часы по королю пентаклей. Так, еще знаете, вот что важно по этой карте, нужна правильная энергия для того, чтобы вот этот день прошел вот так, как я сказала, да, то есть здесь нужны высокие энергии, никакого страха, никакого сомнения, да, в общем, нужно обязательно, вот, чтобы энергии были высокие, да, на высоком энергетическом уровне, чтобы мудро ко всему мы относились, чтобы думали о будущем, о благе для других людей, и тогда вот все будет очень хорошо реализовываться. Что будет мешать? Будет мешать повешенный. То есть, как я говорила, да, залипание на каких-то проблемах, на деньгах, на страхах, откладывание какого-то процесса. В общем, это все мешает. Причем, смотрите, аркан старший, да, и здесь старший аркан. Если, допустим, мы правильно себя реализуем, у нас одна здесь реализация судьбы, да, если мы реализуем себя неправильно, проявляем себя неправильно, значит, здесь у нас другая судьба включается. То есть мы как будто бы сегодня на таком перекрестке. И от того, как мы будем себя чувствовать, как мы себя настроим, как мы себя будем вести, вот от этого зависит развитие дальнейшее нашей жизни, нашей судьбы. В отношениях выпадает королева жезлов. С одной стороны, у нас здесь много эмоций, много страсти, много желания как бы сделать добро, да, причинить добро своим близким. Вот, но больше здесь все-таки эгоистичное желание вот сделать так, как я хочу, сделать так, как мне нравится, да. И вот с этим нужно быть осторожней, потому что все-таки жезлы – это энергия такая очень порывистая, да, очень такая обжигающая, поэтому нужно быть осторожными здесь и очень мудро как-то действовать. Даже если хотите свои желания какие-то осуществить, нужно очень мягко это все проявлять. Теперь посмотрим, что ждет тех, кто в поиске партнера. Выпадает туз пиковый. Карта говорит о том, что может встретиться человек, который, знаете, очень вот за душу как-то вот затронет, да, то есть вам как бы почувствуется, что этот человек действительно вам очень подходящий, что он вам по душе. Теперь для тех, у кого есть пара, шестерка бубновая, карта говорит о том, что у вас может быть действительно какое-то очень важное желание исполниться в отношениях. Может быть неожиданно, да, может быть у вас были какие-то сложные взаимоотношения. Вот сегодня можно поговорить, все выяснить, и вот как-то неожиданно может получиться так, что вы решите вот этот вопрос, который вот давно-давно уже стоял, да. Так, что еще важно? Может быть какие-то непредвиденные ситуации, которые все-таки заканчиваются хорошо. Может быть, вы здесь какие-то планы новые строите вдвоем, да? Может быть, предлагаете своему партнеру какую-то идею очень правильную, хорошую, выгодную. Вот. И партнеру лучше на нее согласиться, потому что это действительно удача будет для вас. Вот то, что у вас есть в голове сейчас, да, какие цели, планы. Какие-то новые возможности для вас открываются. Может быть, они связаны с какими-то профессиональными делами, да, может быть, связаны даже с обучением. Или, может быть, с какой-то новой информацией. Допустим, какое-то известие приходит сегодня, и вы вот на основе него планируете что-то. Какие-то цели ставите вам общие для ваших отношений. Так, для тех, кто в ссоре.
Восьмерка червовая говорит о том, что, ну, сегодня, знаете, может быть 50 на 50. Можете помириться, а можете и поссориться. Вот если вы все-таки решите помириться, то нужно как можно больше сердечности, заботы, романтики, может быть, там вкусненькое что-то. Вот, знаете, такие вот включить приятные эмоции. Для работы выпадает паж кубков. Скорее всего, у вас будет такой день энергетический, творческий, когда у вас, знаете, будет много желаний для осуществления своих целей, и денежки могут приходить, и начало чего-то нового может быть, и посредником вы можете быть в каких-то важных делах, да. В общем, знаете, для вас открываются сейчас какие-то перспективы важные, несмотря на то, что пока это еще не проявилось, да, это только как бы в начале. Но, скорее всего, у вас здесь будут очень хорошие результаты по окончанию дня и вообще в будущем. Для тех, кто в поиске партнера, у вас как раз может быть новое направление, новая работа по душе. В общем, заканчиваются ваши сложности. Счастливые времена для вас начинаются. Для тех, кто работает. Смотрите, здесь опять же выпадает у нас Джокер. То есть, либо вам действительно какая-то будет предложена работа, проект, может быть, это, кстати, даже новая работа, несмотря на то, что у вас уже есть работа, да, может быть, появится новое предложение или возможность. Это может быть на той же работе какое-то новое направление, да, но факт в том, что вам это очень нравится, и, знаете, может быть, для вас это будет неожиданное даже какое-то предложение, сможете себя проявить, сможете заработать, почувствуете свободу какую-то в действиях своих. Для тех, у кого свое дело, семерка трефовая карта говорит о том, что будет много дел по работе, да, общение с большим количеством людей, может быть, налаживание каких-то процессов производственных, решение каких-то мелких задач, может быть, будет много расходов для того, чтобы вот какие-то важные для вас дела осуществить, да. Ну, в любом случае, смотрите, карта предупреждает от раздражения, от отчаяния, от каких-то любых форм разрушительного поведения. То есть нужно держать себя в руках, и если, допустим, что-то не идет, то нужно брать на себя ответственность. То есть, значит, я что-то не досмотрел, значит, я неправильно организовал. То есть не срываться на ком-то, а делать выводы и исправлять ситуацию. Для денег выпадает колесо фортуны, замечательная карта, которая говорит о том, что в деньгах все меняется, да, это может быть как крупный какой-то проект, продажа, выигрыш, или может быть просто, допустим, улучшение материального положения, и причем это будет влиять на будущее, то есть это как бы новый виток, начало. Для тех, кто на зарплате, карта говорит о том, что вы, скорее всего, можете получить небольшую какую-то сумму, либо, может быть, уменьшение, допустим, временное какое-то уменьшение вашей оплаты. Так, еще одну достану. Ну, скорее всего, это будет... Скорее всего, вы будете оплачивать что-то. Даже если вы получите, допустим, деньги, да, вы будете тратиться на близких, на детей и так далее, на что-то новое. Если вы зарабатываете своим делом, то здесь тоже деньги приходят или в семью идут, да, на нужды семьи, либо от членов семьи приходят еще дополнительные какие-то деньги. Но в любом случае здесь какое-то улучшение ситуации и неожиданные новости по поводу денег. Итог дня у нас выпадает карта справедливость. Знаете, если вы будете действовать действительно вот по справедливости, если вы будете действовать как бы по инструкции, выполнять свои обещания, ну, в общем, справедливо, да, то тогда день действительно у вас пройдет
благополучно, вы заключите нужные договоры, сделки, получите то, что вам причитается, вот что вложили, то и получили, да, и в отношениях тоже наладите отношения, то есть действительно карта очень хорошая, которая говорит о том, что вы достигнете того, к чему стремились, у вас будет такое равновесие полное внутри, да, спокойствие и удовлетворение от дня. Причем карта старшего аркана, это значит, все дела сегодняшние, они закладывают вашу судьбу, ваше будущее. То есть это как закон причины и следствия. То есть причина это сегодняшний день, и следствие ваша как бы судьба, будущее. Да? Ну, все, в принципе, карты про это говорят. Друзья, желаю всем замечательного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.